Я наверное, хотел бы начать с того, что поблагодарить авторов письма, которое поступило в исполком уже несколько недель назад. Ряд жителей нашего города Светлогорска, Светлогорского района, неравнодушных, активно интересующихся историей края, обратились на имя председателя исполкома и председателя районного совета депутатов с таким обстоятельным письменным посланием, в котором изложили свои видения, соображения по поводу дальнейшей работы вокруг наших исторических мест уникальных. Ну и в первую очередь там речь ведется о так называемом острове Шатилинском. Уже на протяжении многих лет мы активно сотрудничаем, начиная от первых там когда-то дебатов и обсуждений активных и выработки нашей современной городской геральдики, просто любителей истории, которые этим активно интересуются. Поэтому возвращаясь к письму, хочу сказать, что содержание его такое интересное, и оно абсолютно совпало с теми мыслями и намерениями, которые проговаривались уже на протяжении 2008 и 2009 года. Ну и опять же, несмотря кризисы приходят и выходят, а этим заниматься надо. Это наш золотой фонд, это те моменты, я имею в виду и остров Шатилинский, и город Казимир, которые дадут какой-то толчок. Мы на самом деле, согласитесь, ведь когда берешь карту такую старинных каких-то объектов, старинные истории, мест туристического посещения, то там плотность где-то в районе Минской области, Гродненской, Гомельской. В Гомеле есть своеобразное уже такое золотое кольцо, да, там Туров, Чечерск и так далее, Ветка. Светлогорщина как-то там незаслуженно, бледно пока, никак не была представлена. Если мы не доведем до конца, расследовать, вернее, эти раскопки раскопками, конечно, мы уже с вами на первом этаже убедились, какой там уникальный материал, и используя знания и опыт Сергея Евгеньевича, постарались воссоздать тот колорит, те именно элементы, которые были в те давние уже древние века, да, и чтобы это был и филиал, отчасти филиал музея, где могли бы мы увидеть и мы, и те, кто будет приходить. Примерно в таком русле мы обсуждали и ранее, и обсуждали теперь. Проинформировать скажу, что тут часть авторов письма присутствует, что активно пообсуждали двигаться дальше. Двигаться дальше. С тем, чтобы действительно появился у нас сама идея, воплотилась в виде проекта, а потом время упускать никаким образом нельзя. Все это очень важно и ценно. Вложим сейчас, отдача так или иначе будет, во-первых, нравственная, а во-вторых, и финансовая, в том числе, когда это будет, безусловно, объектом туризма, и причем, наверное, одним из самых ярких на территории Светлогорщины. Заинтересованные наши, так сказать, авторы письма и так далее, давайте поговорим. В принципе, может быть, давайте вы присядьте, Сергей Евгеньевич, я-то так уже по привычке. С одной стороны. С другой стороны, чувствую, насколько глубоко я понимаю этот памятник, насколько я проникся этими материалами, этими документами. Может быть, это определенная вершина моей довольно такой бурной научной карьеры. Что касается историко-археологической стороны проекта, исторической достоверности, если хотите, идентичности, правде, чтобы нам в этот вышеупомянутый мозырь в этом сенсе превзойти, чтобы это была не некая имитация Якутского острова, миновито Березинская, Шатилинская наша сядиба. Это я могу, конечно, выполнить и безумовно выполнить. Безумовно выполнить. Это первое. Другое, что я хотел сказать, разумеете, як в ходе этих раскопок, сьогоднішніх на этом тижні, как не отдали люди свою працу, энтузиасты, молодые наши мужчины, скажем, девчата, кометки, да, детки. Я ничего один не зробив. И тут с этим
проектом получается то же самое. Понимаете? Может быть какая-то коррекция, может быть подведение к какому-то общему знаменателю. Если бы я мог какой-то вариант выдать, вот, какой должен быть Шатилинский остров, то я бы, конечно, это сделал. Я бы не книжку писал «Шатилинский остров», ну, об археологии, об истории. Я проект этот разрабатывал. Значит, я тут могу быть только соучастником, понимаете? И причем, наверное, скажем, даже во многом не ведущим Сергей Вячеславович. Знаете, я так отложу себе роль такого консультанта. Научный консультант, я имел в виду. Идея-то восстановления, знаете, я прошу уяснить себе, идея восстановления Шатилинского острова, несмотря на существующие в разных местах от Белорусского моря до Польского Бескупина, например, она оригинальная, она очень даже оригинальная. Такого еще не делалось. Такого еще не делалось. С одной стороны, это огромное преимущество дает, потенциальное, а с другой стороны, тут много рисков. Почему-то, когда я думаю о восстановлении усадьбы этой на Шатилинском острове, я думаю как о чем-то не подлежащем сомнению, как о том, что вот после зимы наступит весна, понимаете, в чем дело? И тут совершенно верно сказал Сергей Вячеславович, есть возможность, и надо, конечно, эту возможность реализовать. Спасибо, у вас все пока. Сказати подяку організаторам зустрічі і адміністрації этого судового музея. Есть такое понятие – историчная реконструкция архитектурного объекта. И, конечно же, закономерным выником доследования Шатилинского острова повинна стать такая реконструкция. Концепцию этой реконструкции, несомненно, будут распрацовывать специалисты, архитекторы, науковцы, историки, может быть, еще некие специалисты. Хотелось бы, как подход до распрацовки этой концепции был такий. Максимальна наближеність до тих реалій, які були в час існування этой сядзібы в 16-17 стагоддзях. Каб у выніку атрымалася не імітація, не муляж, а менавіта то, што называюць гістарычнай рэканструкцыяй. Толькі тады наведвальнікі, турысты поверяць таму, што яны ўбачаць. Это значит, человек, калі будзе падыходзіць до гэтага аб'екту, павінен бачыць уваходную браму, якая цалкам адпавядае тым узорам, што былі в 16-17 стагоддзях. Каб і клямка на гэтай браме была зроблена не сучаснай тэхналогіяй, а тэхналогіяй набліжанай да таго часу. І каб цвік, которым біта гэта клямка, таксама па магчымасці перадаваў реалии того часу. Акрамя археалагічнага матэрыялу, для нас великим подспорьем з'яўляецца тое, што ёсць апісанне парыцкай сядзібы прыблізна гэтага ж часу. То есть, думаю, что были агульные рысы во всех сядзібах того часу, и описание парыцкай сядзібы может быть так само выкарыстана как письмовая крыніца. Несомненно, этот объект по своей популярности повинен быть не меньше значным, принамсі, чем, допустим, Ветковский музей народной творчести. То есть, насколько зараз Ветковский музей ведомый, скажем так, на вот масштабах Беларуси, так и Шатилинский остров может быть таким же самым ведомым. Люди сюда ехали не только с ближайшего Новоколля, а из інших далеких городов Беларуси, и как нават замежному туристу было не соромно этот объект показать. И справа это, конечно, я лечу высокородное и
мы мусим быть удзячныя органам мясцовага кіравання Светлагорскага района, якія падзяляюць гэтую ідэю. Мы не можем змяніць свет, але мы можем адбудаваць Шацівінскі востраў. Вельмі добра, што у нас такія спецыялісты, як Сергей Евгеньевич Рассадин, кіруе даследаваннямі. Можна сказаць, што ва ўсёй Гомельскай вобласці всего в 2 гарадах историко-археологическими исследованиями кируют специалисты в звании доктора наук. Это старожитный Туров и молодой Светлогорск. Не молодой. 16 век. И поскольку все лето, я думаю, раскопки на Шацівінскім острове господар Рассадин закончили, хотелось бы використовуючи его науковые веды, его науковый потенциал, не закончить на этом даследовании Светлагорску увогуле, а протягнуть их и в наступным годе на раскопках колішняга старого Шацілківського костела. Господар Сергей порадится на этом. Дякую за увагу. Каждый эпизод, каждую мелочь. Вот, в принципе, наверное, примером может быть вот только мы тут в музее возимся, очень долго, да? Очень долго уже, очень сколько раз сами себе говорили, как мы опаздываем, что надо было вчера все уже открыть. Но зато каждая деталь, каждый эпизод продумывается и очень вдумчиво, въедливо, и результат выходит. Поэтому тут не должно быть спешки и суеты абсолютно. Мы должны действительно поднять все исторические какие-то, вот то, что описание в Паричах, безусловно, оно должно быть использовано, потому что все равно это нечто собирательное будет такой, собирательный образ, скажем, да? И воспользоваться этим надо. Это наша родная, вот, местная как бы история. Несколько годин тому я знайшов каваною на 4 боки, вот эту петельку, яка забивалась, куди клямка закривалася. Зробити її, при сучасній технології преском выковал это самое, это элементарно, но это, это будет такая идентичность, или тот же самый турист зауважит, что шляпки не штампованная, оцвіковая, а четырехкутная, там, некие іншие, и тут демонструется вот это, что называется, то, что знайшли, вот, наши этой речи. И это не так, это не так дорого, чтобы это все нельзя было сделать, понимаете? Я хочу доучиться до всего того, что сказал господар Тельман. Абсолютно слушно сказал Сергей Вячеславович, что этим золотым фондом нельзя раскидываться, его треба скористаться. Мне пощастило за опошние полгода так некепска поездить по Европе и поглядеть, как там використовується золотий фонд. Литерально пару прикладов. Старожитный Рим. До нашей эры, до эры народжения Христова стояли по Риму обелиски, присвяченные язычницким римским богам. С отповедными надписями, с отповедными орнаментами, все. Яны усе заховаліся, але на вершине кожного обелиска стоит або статуя нейкого святого, або крыж. И это все стоит, это заховалось, и это використовується, люди ходять, глядять. Ось. Далее, уже это, просто як приклад, як люди користаються своєю історичною спадщиною, матеріальною в даному випадку. І ще така ідея. Конечно, невідомо нам, чи був некий ще водоток, окремя Березіни, вокруг этого острова. Але тепер є канал электростанции. И было бы, я уже это уже конкретно прикинуть архитекторы, не скористаться этим каналом, просто было бы, просто не могли. Зробить мост не той, який тепер, а зробить його. Стилізація під старину. Есть такі приклади в Парижі, Лувром і собором Нотр-Дам. Есть мост, який називається Пом де Ар. Это пешеходный мост на металлических конструкциях, дошки со щелинами, просвечивается вода сены. И там сбираются поэты, там сбираются мастаки, там письменники, там актеры, и это просто такая свое
асаблівая тусоўка вось гэтага літаратурна-мастацкага бамонда, як кажуць. Ну, конечно, до Парижа нам далекавата, тут трэба быць реалістамі, але ж вось не скарыстаць гэты канал у такім плане, конечно, было б неправільна. І гэта, конечно, трэба спецыялісты, гісторыкі рэстаўрацыі, якім былі мацты ў 16 стагоддзі, і зрабіць тут гэта на падыходзе да непасрэдна да сядзібы. Хай там будуть трещины, адтуліна, як это ёсць в господарстве заўсёды. Хай там буде вбіта там трохи кривовато, як это бывает, там, ну, снизу забетонируем, там, просмолим, там все. Если заказывать там цилиндрованного палисандра, так, из красного дерева, придется продать пол Свердловодска, понимаете? Тут снимут штаны, что называется, эти исполнители, да? Но просто идти, говорится, дурацким путем, ясное дело, мы не будем. Есть же в лесном краю, да, доступ к этим самым лесным нашим материалам. И это достаточно удешевит проект, если использовать вот. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Ну, я тоже был в Париже и видел там другие, говорится, в Европе, в той же Германии. Я вам скажу, что во всяком случае, тот же самый Чечерск, ну а что Чечерск? Тоже там был, тоже был в этой ратуше, тоже был на их городище. Я участвовал в их раскопках, понимаете, в моей книжке об этом городище есть. А ну и что? А никакого бога они за бороду там не поймают. Понимаете? Там, в принципе, как говорят англичане, стандарт. А ратуши есть во многих городах вообще с нуля сделанные, в том же Минске, понимаете? Вот. А вот такой вот усадьбы, как действительно вот, сказал Масляков, вот клямку открыть и зайти, понимаете? И чтобы там низко вот стояла такая вот наклоненная, там как на столе. Вы стол, говорится, облевана только с одной стороны, как раз. Понимаете? И печь стоит, такое писание Бобруйского замка, печь капли зеленая. Вот с Геннадием Николаевичем мы 4-й год копаем, так? И капли зеленые он сам вот, в 2006 году накопал вот, в этой самой Слободе, она сейчас в музее. То есть ее имитировать, сделать угол печи, да, это тоже проблемы не представляет. И это не $1 миллион стоит, понимаете? Тут наш дом ремесел это вполне все в состоянии исполнить, понимаете? То есть тут вот, опять же, я, кажется, кому что курица просто. Я сейчас внутри процесса раскопок. И как бы этот полевой сезон осуществить, поэтому я, говорится, многим там не даю покоя, начиная с Меркулова, понимаете? Так вот, там совершенно правы Резновой. Что тут надо реально вот ходить, вот, исходя из этих возможностей, которые мы имеем. В этом году, ну, каковы наши возможности, опять же, я подчеркну. Посмотрите, казалось бы, ну, некоторые дни, да, Геннадий Николаевич, вообще ноль, работа не могла идти. Буквально, ну, нет людей, там, ну, 2 человека, 3, да? Однако, в среднем, если вот разложить на 7 этих раскопочных дней, проведено, мы выполнили нормальный объем работы, знаете, нормальный объем работы, все нашлось. Ну, прежде всего должны быть люди заинтересованы. Вот как вот молодые хлопцы магистранты, понимаете? Вот просто-напросто, потому что, да, тут как мужчина должен взять и делать. Тогда что такое? Два наших Сергея, Леонид Вячеславович и Евгеньевич, вот задали этот темп вот этому разговору, что это дело действительно интересное, нужное. И поэтому сегодня где-то, наверное, обидно за наш город светлый, вот, в котором ничего такого интересного нет. И вы знаете, сегодня он превратился в какой-то такой трамплин, где, как говорится, где-то молодежь взрослеет, уходит и не хочет тут больше оставаться. Это так. Потому что сегодня, если, так сказать, 2 предложениями сформулировать, что сегодня происходит, то я не думаю, что не в обиду всем скажу, что мы сегодня где-то на каком-то этапе потеряли свой генетический код как города. Вот. То есть мы сегодня забыли парковую зону, где сегодня в Вакханалии разрушили все, что там было. Вот.
ну, я имею в виду, аттракционы те посносили, все, вот это, кто там был, наверное, знает не хуже меня, что сегодня там творится, что это сегодня уже превратился лесопарковая наша зона в какую-то городскую помойку. Вот. И вот сегодня, да, большой сегодня мы взяли, так сказать, вот такой напор на вот эту, так сказать, прибрежную зону, зону реки Березины, в нашу, так сказать, ну, будущий, так сказать, парк Набережная, так как он по генплану считается. Поэтому надо, конечно, эту тему не оставлять. В любом случае, пускай вот это будет у нас тоже там какая-то такая вот именно золотая брошка на набережной. Это все в комплексе всего этого ансамбля. Вот. Поэтому то, что мы говорим, там детали, мостики, это правильно, все это надо. Вот. Ну и я тоже думаю, что если бы только надо нам только всем захотеть эту тему вести, потому что ее не загубить, эту тему, потому что тема настолько она интересная, что это можно работать, и там действительно делать вещи, и я думаю, не настолько они это, наверное, все-таки на эту тему, наверное, проще все-таки, наверное, будет вести в финансовом отношении, чем даже вот это здание, я думаю, что музей, наверное, мне так кажется, что это потребуется капитальное вложение, наверное, на 2 порядка ниже. На 2 порядка ниже. Поэтому можно сегодня находить специалистов, там и в Минске есть, которые знают неплохо деревянное зодчество, это консультации вести. И потихоньку, конечно, эту тему развивать и продолжать и вести. Я говорю, что мне только что одно, я боюсь, что мы настолько увлеклись вот этой темой именно сюда, вот этой рекой, что мы сегодня забыли то, что мы имеем, там, сказать, лес и так далее, который там тоже наводить порядок. Вот. Это вот у меня вот это все, так что еще не дай бог вот такой объект появится, и с этой зоной отдыха, и мы вообще полностью забросим все остальное, что там это. Вот. Ну тут надо, да, тут надо просто осторожно заниматься и тем, и тем. Понимаете, это, чтобы не было такого перевеса, потому что я говорю, у нас сегодня уже где-то, так сказать, генетический код мы уже нарушили. Вот. Сегодня мы так, ага, все набережно, и больше молодежи нечем как-то только спиваться, вот, с возрастающим спидом и всем остальным, и весь поток здесь. Хотя сегодня, так сказать, в разговоре с молодыми мамами и так далее, что сегодня не каждому хочется здесь находиться у реки, вот, где сквозняки, холодный воздух и так далее, важный. А кому-то хочется, извините за выражение, в тихой зоне посидеть в сосновом лесу. Вот. Ну, вот, в принципе, вот у меня вот это моя, так сказать, версия, что надо к этому тоже надо и там тоже заниматься. Я этот памятник вот отчуваю, я уже настолько его врос так, думками, що я бачу, от, що до чого, як було тут, як от, що називається, я в книзі я буду не по веках, там, як по стандарту, а по житті владальникова этого сайта. Там час Жданов, час Манкевича, там час Амельянова, тому що я ведаю ране життя. Так вот, мне вот я что хотел спросить. Коли просто план зробить. Вот периметр, вот он будет такие. Вот тут канал, так? Вот тут речка, вот спортивная эта школа, вот по дуге мы что-то ограничим, там, сделаем, там, оставим место для демонстрационной площадки, все раскопано, можно бульдозером равнять, да? И можно на первом этапе поставить просто этот острокол, частокол. Обработать, пропитать, убрать кору, ну как это делается, сучки там, посмотреть стандарт этот, что называется из раскопок, это же хорошо известно. И сперва сделать только огорожу. Поставить огорожу нормальную, там, можно навіть без брами, и пусть брама будет часовая, там, потом на другом этапе, когда это уже будет нанизываться, что называется, далее то некие будут робиться объекты. Вот первый этап. Тем более архитектура наша, скажем, зробить вот этот периметр, его оконтурить, там, если с этой садибы, на шатилке. И вот это ж певний такий знак, вот переход, и, а потім творився Світловодськ, з тих же самих Манкевичів. Значит, тут вот этот контекст обов'язково повинен быть. И коли будет эта самая реконструкция, то обов'язково треба, как было, что на Светлогорщине есть не только старожитные шатилки Светлогорск, да, але еще Казимир с Магдебургским правом и так далее. И нехай мне редко покажет привели на Магдебургское право. Понимаете? Нету там такого, у нас есть. У нас есть, например, список жителей того же самого Казимира. И я вот, когда ходил к Сергею Вячеславовичу Скручаеву, да, вы
вывешен список, я за свои слова отвечаю, понимаете, я многократно подвергался критике, в том числе и недоброжелательной, поэтому с доказательствами крайне аккуратен, они у меня всегда надежны. Вот вывешен список тестирования вот этих наших деток. Да? Я помню список этих жителей Казимира. Я вот нахожу вот эти фамилии. Клыш, Новик там, и так далее. То есть те люди, которые жили в Казимире, вот они и сейчас живут, понимаете, сейчас живут. А Маркевич у нас жил-то сколько? Ну да. То есть постараемся искать какие-то подходы к нему, там, чтобы тоже поддержал, посоветовал латушки. Он пошутил. Что? Он пошутил. Нет, так я говорю, мне трудно представить, что Потупчик скажет, а я против того, чтобы было что-то в его жизни. Главное, правильно вопрос поставить, потому я что думаю, что можно так спросить, что... говорится, и посоветует Латушке в Министерстве культуры поддержать это самое наше дело. То есть тут совершенно верно. Тут, если необходимость есть, в том числе, что называется, привлечь средства, кто лучше свой проект подаст, тот их и получит, это ж понятно. Это первое, что я хотел сказать. Второе, я прошу извинить, мне надо уходить на маршрутку. Значит, второе, я сейчас, мы сейчас занимаемся конкретным претворением в жизнь, собственно, этого проекта. Понимаете, это так надо называть. Дело в том, что мы сейчас заканчиваем фактически раскопки этого Жатеринского острова. Вот, все мы знаем, говорится, кто непосредственно участвует, там, копает, так, кто тоже участвует, не непосредственно, может быть, там, Меркулову там, легче было взять лопатку саперную и покопать, чем самому, там, чем организовывать там, многие моменты. Так или нет, Сергей Вячеславович? С тем же самым Казимиром, понятное дело. Но вот так получилось, может, по закону подлости, это как называется, к концу раскопок как-то скапливаются вот эти вот трудности такие. Если говорится, погода есть, то людей нема там и так далее. Поэтому тут мы, благодаря поддержке, совершенно бескорыстные люди в свое свободное время, в отпусках студенты, магистранты на каникулах, ведем эти раскопки, так, и не выбились из графика фактически. Так. Поэтому я прошу, вот, что называется, во-первых, оценить усилия. Тут присутствующее большинство просто копает там вместе со мной. Так. Во-первых, оценить усилия, потому что уже, что называется, целых 7 дней этих самых раскопок. Во-вторых, дальше поддержать, чтобы эти раскопки, что называется,